Три заслуги Чингисхана, которые изменили мир. Имя Чингисхана на сегодняшний день неизвестно разве что только диким племенам Африки и Южной Америки. Он объявлен ООН человеком тысячелетия, и на то имеется ряд объективных причин. Мы приведем три интересных факта из жизни великого полководца, которые мало известны широкой публике. Лишь за эти достижения Чингисхан достоин именоваться, пожалуй, героем мира. Факт первый. Международная конституция. После объединения Монголии и провозглашения Темуджина Чингисханом, ханом Великого Монгольского улуса в 1206 году, в силу вступил новый закон – Яса Чингисхана. Этот закон можно назвать первой конституцией, законом, который определял нормы поведения населения и государственный строй Монгольской империи. То есть этот закон Великой Степи имеет полное право претендовать на место первой международной конституции. В Ясе главное место занимали статьи о взаимопомощи в походе и запрещении обмана доверившегося. Статьи этого законодательного акта затрагивали различные сферы жизни. Их можно разделить по следующим тематикам: религия и служители культа, война, ее ведение и военное устройство, быт, семья и семейный строй, похвальные доблести, различные запреты и так далее. Яса действовала на территории всего государства, от Тихого океана до берегов Средиземного моря. После падения Монгольской империи правители кочевых государств при создании своих законов опирались именно на Ясу Чингисхана. До сегодня множество народов, входивших в состав империи Чингисхана, придерживаются в повседневной жизни правил этого прообраза современной конституции. Первая же официальная конституция в Европе, согласно официальным сведениям, появилась в Великом княжестве Литовском в 1529 году и называлась «Статут Великого княжества Литовского». Так что кочевники в лице Чингисхана опередили развитие мирового законодательства на целые 323 года, что является показателем удивительной прозорливости полководца и незаслуженно забытым вкладом монголов в мировую юриспруденцию. Факт второй. Дипломатический иммунитет. Дипломатическим иммунитетом называется право неприкосновенности представителя одного государства на территории другого. Согласно международным соглашениям, носитель дипломатического иммунитета не попадает под влияние юрисдикции государства пребывания. Закон о дипломатической неприкосновенности впервые был введен Чингисханом. Так, в 1215 году между Монгольской империей и Хорезмом был заключен договор о добрососедских отношениях. Через некоторое время торговый караван, посланный ханом в Хорезм и состоявший из 450 мусульманских купцов и нескольких десятков монгольских офицеров, был обвинен в шпионаже и уничтожен. После этого инцидента Чингисхан собрал войска и пошел с войной на Хорезм, предварительно издав указ о неприкосновенности послов как в мирное, так и в военное время. Сравним. В Европе правила об иммунитете послов получили окончательное закрепление в форме международного обычая лишь после 1648 года. Выходит, что Чингисхан и монголы и в международном дипломатическом праве опередили культурную Европу более чем на 400 лет. Факт третий. Первый в мире биосферный заповедник. Чингисхан первым в мире создал также и прообразы биосферных заповедников, введя в жизнь монгольских кочевников такое понятие, как хырык-газыр – запретная земля. В таких местах Чингисхан запретил охотиться и ловить живность, вырубать деревья, распахивать землю и пасти скот. Одним из главных запретных мест и по сей день является гора Мюнкэ-Хэрхон на западе Монголии. На протяжении 8 веков монголы, помня об указе Чингисхана, не нарушали запрет на использование ресурсов этой горы, благодаря чему прекрасно сохранилось разнообразие ее флоры и фауны. Для сравнения, первый официальный биосферный резерват был основан в Америке в 1974 году, спустя 7,5 веков после смерти Чингисхана. Это всего лишь 3 факта из жизни самого известного монгола, а может быть и самого известного человека, но уже их вполне достаточно, чтобы назвать его не только человеком тысячелетия, но и героем мира, предвосхитившим развитие современной цивилизации. Одно жаль, что мало кто объективно воспринимает личность Чингисхана, в основном в силу культурно-исторических предрассудков. Автор статьи Санал Манджиев. Хальмекелин Ирджитин Төф. Уважаемые зрители, Кынте Халягачныр, подписывайтесь на канал Центра развития калмыцкого языка.
Делитесь видео, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии, ведь эти видео мы записываем для вас. И для нас очень важны ваши отзывы. Танрига күнділдік, халмы келін үржилтін төв.